сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Эти страшные слова советский народ услышал 22 июня 1941 года. 77 лет назад с армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина начала вторжение в Советский Союз. В Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, страна потеряла около 27 миллионов человек. В России 22 июня – День памяти и скорби. По всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Уже не первый год в честь тех, кто ковал победу, зажигается свеча памяти. Акция с таким названием проходит во многих городах России. Не исключение и Сосногорск. По традиции, ровно в 4 часа утра в сквере Победы начался митинг. Волонтеры Победы ранним утром приняли почетный караул у памятника павшим воинам, после чего состоялось зажжение свечей в память о погибших. Не осталось в стороне и подрастающее поколение. В митинге, который прошел на площади Дома детского творчества, ровно в 11 собрались участники детских площадок. Перед ними живая легенда – участник той страшной войны. Дорогие ребята, сегодня дата не торжественная, а больше грустная. 22-го в 1941 году фашисты варварские, сконцентрировав большущие силы, напали на наши священные рубежи территории Советского Союза. И 1418 дней длилась эта кровопролитная бойня. В свою очередь, ребята подготовили выступление на военную тематику. Кто-то рассказывал стих, кто-то пел песни, а кто-то кружился в танце. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. По окончанию митинга детям было предложено нарисовать мелками на асфальте у площади Дома детского творчества картину мира. Представить в рисунке землю без войны и жестокости. С этой задачей ребята справились на ура. Ведь теперь мы живем в мирное время, которое стоит беречь и ценить. Но также не стоит забывать и о подвигах тех, кто отдавал свои жизни на войне. Пройти полосу препятствий, а также ориентироваться на местности учили ребят из детских оздоровительных лагерей на этой неделе. В парке Югыдлун состоялся уже традиционный туристический слет. Сегодня туршлет для детских оздоровительных лагерей. Он называется «Тропа Севера». В парке Югыдлун уже есть несколько таких маршрутов. И хорошо бы, если бы участники этих маршрутов были немножечко готовы. Потому что там в любом случае есть какие-то препятствия. Пусть не сложные, но когда есть навык, то это позволяет получить больше удовольствия. Ну вот это, в общем-то, наша задача. Всего в туристическом слете приняли участие команды из всех школ города, а также к ним присоединилась команда Дома детского творчества и бойцы с клуба единоборств «Гладиатор». Препятствия ребятам пришлось проходить со страховкой, так как навыков лазания по канатам у них не так много, а то и нет совсем. Вот так. Натягивай быстрее время. Да, сюда переходишь сюда. Молодец. Это страшно. Помимо всего, ребятам было дано домашнее задание, где они столкнутся с экологическими проблемами Сосногорска. Это квест задания. То есть здесь необходимо пройтись по городу, найти, сфотографировать. Причем здесь задание, ответы, которые можно найти у старожилов.
То есть это не просто. Там есть и современное, но есть и исторические вопросы. Квестом мы уже занимаемся 3-й год. Очень интересен. Мне и самому интересно, как находят, то есть какие-то выявляем детали городские, которые даже мне неизвестно, а вот они отвечают, спрашивают у своих бабушек и дедушек, и это все в копилку истории нашего города. Как рассказал Вячеслав Алексеевич, такие слеты проводятся не только для школьников города, но и охватывают весь Сосногорский район. Турслет уже состоялся в Керках, на Нижнем Одессе, а также в ближайшее время планируется на Малой Пере. Тем, кто этим летом остался в городе и решил не записываться в оздоровительный лагерь, скучать тоже не приходится. Библиотекари работают со всеми юными читателями. Например, недавно был проведен мастер-класс по коми-народной игре «Шек». Она схожа с северорусскими вариантами игры в бабки, но одновременно отличается терминологией, правилами и ходом действия. Косточки, или как их называют лодыжки, и есть главный игровой элемент. Игра происходит на гладкой поверхности. Играют 4 человека, и во время игры они не могут передвигаться. Все лодыжки распределены на 4 позиции, которые обозначены выемками. Выбивать можно лодыжки только одной позиции. Ребята, которые пришли на мастер-класс, игрой заинтересовались. Эта игра необычная и интересна над тем, что в нее играли еще наши прабабушки и дедушки. План мероприятий библиотеки этим летом является частью масштабного муниципального проекта «Доброе, интересное и полезное лето». Здесь рады всем юным читателям. На школьных каникулах у ребят много свободного времени, а провести его с пользой помогут взрослые. Стало уже доброй традицией. Ежегодно с июня по август мы встречаем детей нашего города, как организованных, так и неорганизованных детей на наших площадках. Организованные дети – это летние оздоровительные площадки при школах. И в течение июня месяца мы активно работаем с детьми, которые посещают площадки 3-й школы Центра коми-культуры. Каждый день проходит 2-3 мероприятия для таких детей. Мероприятия интересные, направленные на развитие знаний у детей и по экологии, и литературе, и игровые программы. Дети посещают с удовольствием такие мероприятия. А с июля по август у нас будут мероприятия для детей и для взрослых, конечно же, жителей нашего города в парке Югодлун. Это тоже добрая традиция, когда дети с увлечением проходят тропинки парка, знакомятся со сказочными героями, которые живут в нашем парке, читают литературу, делают различные поделки, рисуют и так далее. План мероприятий на следующую неделю в рамках программы «Доброе, интересное и полезное лето» вы можете увидеть в конце выпуска новостей. Наша задача, как наставников, не только помочь ребятам сделать правильный профессиональный выбор, но и в жизни, конечно же, определиться. И сформировать в нашей молодежи, в их среде, дух созидания, укрепить базовые ценности семьи, труда, творчества, милосердия, доброты, любви к Отечеству. Я уверен, что без этих качеств сегодня практически невозможно себе представить человека культурного и прогрессивного. В том числе и по этой причине президент Российской Федерации 2018 год в стране объявил годом добровольца. И начинаем в республике этот год действительно уже с определенными результатами. У нас 10 тысяч волонтеров. В том числе особо хочу отметить серебряных волонтеров. Это люди уже преклонного возраста, которые лично своим примером двигают нашу молодежь в этом направлении. Мы действительно были отмечены, являемся пилотным регионом по внедрению стандарта поддержки добровольчества. И в мае этого года у нас пройдет, и мы будем принимать всероссийское совещание по развитию добровольчества в целом в России. Добровольческое движение Республики Коми активно поддерживается по разным направлениям. Во-первых, был создан Доброштаб Республики Коми, призванный объединить все добровольческие объединения и систематизировать их работу. Также у добровольцев есть возможность принимать участие в грантовых конкурсах, где они могут получить финансирование на свои проекты. Еще одним направлением поддержки являются образовательные программы. Например, в рамках форума «Крахаль» будет площадка, посвященная волонтерской деятельности, куда могут заявиться все волонтеры.